Здравствуйте, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. До Нового года 1 месяц. По Якутии сегодня торжественно зажглись огни праздничных елок в столице и в районах. Поддержка здравоохранения. В диагностическое отделение Ленской больницы закупили новый высокотехнологичный современный аппарат УЗИ. Пельмени северной оленины, чурапчинская жеребятина, ягодный сорбет. Проходит гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Народные депутаты республики в первом чтении приняли проект закона о внесении изменений в действующий закон о государственном бюджете на уходящий 2020 год. С законодательной инициативой перед парламентариями выступил глава республики Айсен Николаев. Он поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта. По его словам, несмотря на экономический кризис, сложную эпидситуацию, бюджетный год заканчивается оптимистично. Как сказал Айсен Николаев, поступившие средства пойдут на социальные задачи, государственные гарантии прав граждан в области образования, субсидирование коммунального комплекса, увеличение резерва на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, также на санитарную авиацию. И так получилось, что корректировка бюджета 2020 года и новый закон о бюджете 2021 плана 2022-2023 годов, они были рассмотрены в одно время. Но в связи с этим, конечно, были, скажем так, серьезные неудобства, серьезные нехватка времени. Тем не менее, народные депутаты это все восприняли. Другого выхода у нас не было. Мы должны закон принять, первую корректировку бюджета должны принять, уж по крайней мере в декабре, чтобы успеть те расходы, которые мы расписываем, оно дошло до получателей этих бюджетных средств. Ну и 2021 год, согласно бюджетного кодекса, чтобы получить федеральные субсидии в первом квартале, мы должны принять бюджет до 1 декабря текущего года. 2 детских сада на территории республики находятся на карантине. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сергей Местников. Также он добавил, что 31-я школа работает на дистанционном режиме. В целом образовательный процесс в республике организован в плановом режиме. Сегодня в республике образовательный процесс организован в плановом режиме. Детские сады и школы работают преимущественно в очной форме с посещением детей школ и детских садов. Всего по детским садам у нас 2 детских сада находятся на карантине. И по школам всего 31 школа находится в дистанционной форме обучения. Преимущественно это крупные города Алдан, Якутск и Мегино-Кангаласский район. При этом мы настоятельно рекомендуем образовательным организациям соблюдать режим ограничения и обеспечивать защиту детей, проводить термометрию, уборку помещений и соблюдение масочного режима. За счет денег, выделенных из Ленского районного бюджета по программе «Поддержка здравоохранения», приобретен новый высокоточный современный аппарат УЗИ. Он установлен в диагностическом отделении Ленской больницы. Предназначен для исследования жизненно важных органов у взрослых и детей с рождения. Стоимость оборудования более 7,5 миллионов рублей. По словам заведующего отделением лучевой диагностики, новый аппарат намного мощнее предшественника. С его появлением поставить диагноз теперь стало гораздо легче. У него имеется прежде всего электрический поворот самой стойки, также панели. Благодаря этой платформе специалист по УЗИ получает качественное изображение, с чем он интерпретирует картинку. Высокое разрешение, качество прежде всего. Данный аппарат, область его применения – это кардиология, акушерство, гинекология, также сосуды нижних конечностей и УЗИ сердца. Это также используется в педиатрии. Амгинский центр занятости уже на протяжении 29 лет помогает гражданам в поиске подходящей работы. На сегодняшний день, по данным на учете, состоит 625 безработных граждан. Во время пандемии центр занятости Амгинского района перешел на дистанционный режим работы. Центр обеспечил гражданам возможность подачи заявки на регистрацию в качестве безработного дистанционно.
По программам профобучения и для открытия собственного дела желающие граждане смогли пройти курсы. Кроме того, по программе общественной работы в сельской местности многие безработные трудоустроились в течение 2-3 месяцев. Общественная работа на селе и программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности. Мы приняли участие в Центре занятости Амгинского улуса. Это где-то человек по ПДМ 45 и общественная работа на селе это 20. В них приняли участие наши работодатели и наши безработные, которые обратились к нам. Мы считаем, что это очень большая помощь. В определенное время, во время пандемии, люди не могли найти работу, и эта помощь, она как раз к нам очень-очень даже подошла. К другим новостям: пельмени из северной оленины, чурапчинская жеребятина, ягодный сорбет. В рамках гастрофестиваля «Вкусы Якутии» свои повседневные, праздничные и обрядовые блюда представил один из ресторанов «Якутская Бекетов». В этом году участниками фестиваля стали ведущие рестораны столицы: усадьба Атласовых, Хьюстон, Мацури, Китчен, Крыша и Альпрана. Напомню, мероприятие проводится в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», и в течение всей недели во всех этих заведениях конкурсантах можно будет попробовать дегустационный сет из местной продукции. Ну а 3 декабря жюри выберет лучшие блюда по определенным критериям и огласит имена победителей. Несмотря на сложную ситуацию, при соблюдении всех мер, в любом случае наш гастрономический фестиваль состоялся. И за этот период было создано очень много интересных блюд. Скажу такую цифру во много, может это удивит кого-то, но более 784 блюда за 7 лет создали наши шеф-повара. Более 1,5 тонны строганины мы угостили наших гостей. Более 700 килограмм жеребятины было приготовлено и подано гостям. Наш гастрономический фестиваль дает возможность развития нашей якутской кухни, современной подачи, вводим новые технологии, ну и, конечно же, сохраняем нашу традиционную якутскую кухню. Начиная с Якутии, сегодня по всей стране начали торжественное зажжение новогодних елок, в том числе и в районах республики. Сюжет из Нерюнгри. Чтобы подготовить мероприятие по зажжению новогодней елки, съемки начались задолго до выхода самого видеоматериала. Это объясняется тем, что для того, чтобы снять самые красочные и ключевые моменты, нужно было объехать несколько поселков, а это путь не близкий. Например, поселок Хатыми, единственный, в котором Дед Мороз и Снегурочка могли показать, как они спешат на елку в упряжке на санях. А вот у зимы оказалось немало, что празднично было кругом. Кроме главных героев, в мероприятии принимали участие актеры Нерюнгринского театра кукол. Их опыт работы в дистанционном формате пришелся как нельзя кстати. Фея-незабудка и 2 козленка выступили в роли ребят, которые помогли Деду Морозу, несмотря на то, что встреча на площади не состоялась. Раз, два, три, наша елочка гори! Далее присоединились поселки Беркакит, Золотинка, Серебряный Бор, Чульман и даже далекий поселок Хатыми, где главы пошли на уступки и ради качественного мероприятия заранее установили елки и подключили освещение. Культурно-досуговые учреждения подготовили персонажей. Мы очень рады представлять в этом году очень сказочных, главный для детей в этот праздник персонажей, и что наша поселковая елка загорится одновременно со всеми елками республики в этом году. Не обошлось и без отрицательного персонажа. Баба-Яга в своей манере попыталась испортить праздник, но, как и полагается по законам жанра, у нее ничего не получилось, и елочка засверкала яркими огнями. И, конечно, обязательные персонажи Чисхан и Харчана поздравили всех нерюнгринцев с наступающим праздником. В этом году они прибыли на собачьей упряжке. После зажжения главной елки огонек полетел по поселениям, и следом, одна за другой, засверкали новогодние ели в поселках Нерюнгринского района. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. Огни новогодней елки зажглись и в Аймяконском районе, как считается, на родине повелителя холода Чисхана. Все это также в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», кадры из Усть-Неры. Как я рад, что приехал в районный центр Аймяконья на эту гостеприимную землю.
Дедушка, вот смотри, такая красивая елка, вот только праздничных огней не хватает. Непорядок. Сейчас быстро все исправлю. С помощью моего волшебного посоха и волшебных слов. Сияй огнями яркими, нам лица озари. И в честь всеобщей радости свети, сияй, гори. Сегодня зажжение самого главного новогоднего символа. Совсем скоро придет долгожданный праздник Новый год. От имени жителей Аймиконского района в новом году желаю крепкого здоровья, исполнения всех желаний, благополучия, удачи и счастья. С наступающим Новым годом! Свой 4-й день рождения отметила белая медведица из Якутии, 3 года из которых Харчана провела в зоопарке Санкт-Петербурга. И вот 5 декабря, в День белых медведей, харчане привезут новые игрушки. Репортаж Айсены Бурнашовой из Москвы. Харчана эффектно выходит из своей берлоги. За 3 года проживания в ленинградском зоопарке медведица заметно подросла. Вытянутая мордочка, длинная шея и огромные подошвы ног. Весит Харчана около 500 килограммов. Но несмотря на такие габариты, она по-прежнему с детским любопытством рассматривает свои игрушки и плюхается в воду. Она кушает очень хорошо. Сейчас мы наблюдаем ее в период, когда у них аппетит падает. Это нормально для белых медведей. Если бы вы видели летом, она тут эту рыбу ловила на лету буквально и сразу все съедала. Форель, кита, горбуша. Харчана с удовольствием поедает красную рыбку. Также медведица лакомится свеклой и морковью. Харчане уже 4, и вместе с внешними данными у нее изменились и повадки, появились новые привычки. Приехала к нам, умея уже держать в лапах игрушки и кидать их. А попав вот в этот бассейн, она поняла, что можно развлечься, закидывая игрушки к стеклу. И если раньше она закидывала их к тому стеклу, которое такое низкое, то теперь у нее цель попасть повыше. 5 декабря, в День белых медведей, запас игрушек Харчаны пополнится. Ей планируют подарить новые мячи. Также вместе с бабушкой Усладой, которая живет в соседнем вольере, они полакомятся тортами. Напомним, что Харчана родилась в Ортодайду. В 2017 году переехала в Ленинградский зоопарк. В новом вольере она живет с прошлого года. В ее медвежьих хоромах берлога, большой бассейн и площадка для игр. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург. Таковы новости к этому часу. Итоги дня, уходящего дня, подведем сегодня в 20:00. Оставайтесь на канале Якутия 24. Берегите свое здоровье.